Привет, друзья! С вами Одинокий Джесси. Вчера я выпустил очередной ролик про ингушский плагиат. Плагиат сказать это очень скромно. А это про воровство, если конкретно. Это воровство чужих произведений, присваивание себе. И вот пишут народные песни Ингушетии, народный танец Ингушетии. И в это плагиат, это ты просто можешь перепеть, сохранить авторские права, а просто это твоя песня будет, но ты не утверждаешь, вот французская песня, что это именно ингушская песня или чеченская. Плагиаты существует, это не такая, да, это некрасиво, но это не преступление. Но вот именно в варианте ингушей это совсем другое. Это воровство, воровство чужих произведений, тем более близственный братский народ, почти границ между ними нету. И вот чеченское, вот это же очень легко вот переделать. Я иногда сижу, слушаю ингушскую музыку, и мне почему-то такое чувство возникает, что это где-то я слышу, где-то это чеченское. Какие-то вот это, все эти современные певицы, однодневки, эстрада. У мужчин есть эстрада, которые коммерческие певцы, певицы, а вот народного вот ничего нет у них. Это просто у нас это было народное. И вот сейчас, конечно, когда они решили всему миру доказать, что они самый великий народ на Кавказе, вот понадобилась и история, понадобилась и народные вот эти мелодии, и, где их взять? Конечно, можно, вот на днях скончался это великий композиторша в кавычках Ева Евло, не Евлоева, это Мальсагова, Ева Мальсагова, и вот все вот сегодня тоже про нее услышите, потому что утверждение Ингушей, что вот она это сочинила, она это написала. И самое интересное, она, когда это мелодию Умар Димаев написал, для созданный вот этот чечен-ингушский ансамбль песни и танцы, в войнах, до войны, это после веселья, после депортации был это создан, даже в войнах ансамбль не был. И вот это Умар Димаев он написал. А мы сегодня тоже об этом услышим, просто незачем мне сейчас пересказывать все это долго. И вот такое дело, и вот этот ролик, конечно, разошелся очень сильно. За несколько часов тысяч людей посмотрело, сотни комментариев там. Прибежали эти ингушские любители ингушей, ингушские, я не знаю, провокаторы. И вот жрецы лгуны, и чеченские, которые, какая разница, у нас тоже есть такие любители легкой жизни, ничего, они соблюдать, вот как эти тоже любители легкой жизни, но они еще любители присваивать уже, а эти наши готовы отдать все свое, просто так, ингушам, вот ничего, а какая разница, ингуши, даже это Алид Димаев, вот это Лалгачит, 13-15 лет назад он вот это, на концерт пришел, такой, посвятил целую песню этим ингушам. Потом они ингуши скажут, через 20 лет, это наша ингушская песня. И вот я понимаю, что бытность зама, как с тобой, ты дружил с Русланом Орбиевым, у тебя был друг, у вас музыкальный коллектив, да, что-то, у меня тоже знакомые ингуши, но это значит, что я готов подстелиться под них. Вот это очень извращенно. Вот многие чеченцы забыли, что Чечен-Ингушетия 3-4 года тому назад она закончилась. Закончилась эта мнимая дружба братских народов чеченцев и ингушей. Ингуши сами захотели быть, я не знаю, отдельными. Они всю свою жизнь вот это светлом будущем идут, и никак не могут дойти до этого светлого будущего. Это не наша вина, что вы не состоялись.
Это не наша вина, что у вас нет их народных мелодий, не эстрадных однодневок, вот это плагиатов, а народных мелодий. И чтобы она должен быть народ, знаете, и вот очень много интересные были комментарии, я немножко прошелся, конечно, по-моему, по 400 комментариев было, это ж я не знаю, сколько сейчас, пришлось, конечно, убрать, вы не думаете, что я все комментарии оставляю, просто я физически не могу сидеть там, все это делать, я работаю, с работы нужно прийти, домашними делами заниматься, поэтому вот так, это частный блог, и это хобби, мое хобби, и рассказываю вам, пересказываю то, что я очень много, всю свою жизнь, вот у меня хобби, это творчество, вот это писательство, вот это музыка, кино, вот это мое, это ко мне близко, поэтому я стараюсь как-то своими методами, конечно, своими методами, вот, очень сложно, конечно, в наше время все это противостоять лжи. Я никаких не преследую выгод и славы, там, я не знаю чего. Просто я сижу и вам говорю. И вот вчерашний, прибежавшись, под конец обнаглели, вот честно слово, обнаглели. Поэтому я вот немножко резкий, я знаю, что я не должен быть резкий, но я резкий с вами, потому что как по-другому. Вот пришла, вот я думаю, сейчас придут и будет опровержение, вот ждем опровержения. Пришли, нет, это сперва опровержение, что это она не чеченка, вообще не чеченка. Если она родилась в 1924 году в Чечне, в чеченской семье, как она не чеченка? И потом потом еще типа у него армянский муж, вот она наполовину вот это знаете, и вот эта тварь. Еще потом, это по часам шло, вот в самом начале они растерялись, что ответить, потом придумали одно, потом через час-две придумали второе. И вот масса вот это, я не знаю, кто они такие, или на зарплатах, я не знаю, кто. Вот приходят, ингуши приходят, а потом как Ингушетии в короткие сроки, вот точно происходило с этим роликом, вот у них мнение менялось, и на ходу придумывали всякие, а потом самый под конец прибежала одна, и свидетельство, что ее бабушка, которая родилась в 1898 году, слышала эту песню на английском языке, она старше, это Марьям Айдемира на 26 лет, и я сразу, сейчас я ник посмотрю, сперва думаю, 130-140 лет бабушки, интересно, сколько должно быть лет этому человеку, который сидит в этом интернете, чатится. Вот это мне стало интересно. Имя непонятно какое, какое-то европейское, какое-то молодежное. И потом я пару добрых слов сказал. А потом это еще ничего, понятно, ингуши и грязь вылили, все, что могли. Прибежали наши чеченцы, ишкиринцы, или я не знаю, кто они такие. И чеченцы, какая разница? Сперва мусульмане прибежали. Я мусульман, я чеченец. Мне, вот знаете, это харам, песня харам, музыка харам. Мне это не касается, мне это пофиг, кто это поет, это мне и надо. Интересно, я потом думаю, харам, музыка чеченская харам, национальные танцы чеченские харам. Вот не харам сидеть в кафе, не харам ездить на этой машине. Не харам это по этим сайтам грязным, где вы голые женщины, все, что хочешь, дитность, не дитность, сауна ходить, это не харам. Не харам ходить на работу. Вот это, всеми телефоном пользоваться не харам, со всеми благами, кредит деньги брать не харам, кредит телефон брать не харам. Подстилкой своей жены быть тоже не харам. И вот изощренное понятие мусульмане, изощренное понятие, вот что харам, что не харам.
И я сижу и думаю, да, ты чеченец, ты не чеченец, ты мусульманин, ты не мусульманин. Хорошо, ты считаешь мусульманином, ты какая-то другое, принадлежишь какой-то другой национальности. Интересно, чемодан, вокзал, Эр-Рияд. Ты там никому не нужен. Вот сам мусульмане, где находится. Мекка, все вот это. Езжай туда. Близко, да, не подпустят тебя. Хорошо, ты определись теперь, какой, кто ты. Или вот этот Тегеран, там тоже мусульмане. Или в Турции. Кому ты нужен, кроме чеченцев? Хочешь паспорт чеченец сделать и на этом уйти. Сам ты ни один дом не построил, забор не поднял. И вот это то, что наши отцы, матери, это не просто так, высылка, депортация, сколько они пережили. Столько, и то вот вы легкомысленные, легкой хотите жизни. И вот это же удобно быть мусульман, когда нужно. Потом, когда нужно быть удобно чеченцам, это мы не выбираем. Вот мы родились чеченцем, мы чеченцы. Вот религия это приложение. Вот сперва ты чеченец, а зачем тогда ты говоришь на чеченском языке? Вот это интересно. Почему ты тогда живешь в Чечне? Вот это тоже. Мусульман. Там есть государство, какая-то планета, где только мусульмане. Мусульманин это не, это религия, это не национальная принадлежность. Знаете, это сперва тебя Бог создал человеком, потом или мужской, женский пол, а потом к какому-то народу ты относишься, потому что если ты не будешь относиться к какому-то народу, ты безликое существо, и у тебя не будет вот этих ориентиров. И как, да, удобно, удобно. Я мусульманин, мне чечен, я чечен, но мне чеченское не нужно. Да, любители отдавать, любители, скорее 100% любители ингушей, которые вот отдать, да, зачем ты это. Потом другие прибежали, говорят, ой, мне очень нравится, комедианты, это актеры, погорел театр. Ты в войнах, тебе не стыдно комментировать это? А мне не стыдно. Почему мне должно быть стыдно про свою бабушку вспоминать, даже про это Аймана Демирова, про свою мать, про своего отца, про свою родину, про свои горы, про свои реки? Почему мне должно быть стыдно об этом говорить? А почему вам не стыдно, продажные и никому никчемные люди, которые в жизни не состоялись? Скорее, вот те, кто это пишет, если это девушка, женщина, она пропавшая, ворота открыты. Если Франция, французы туда заходят, если, я не знаю, вот такие, в фитнесе выходят. Вы знаете, не надо нас учить. И на этих работах вы кокетничаете. Знаешь, ваше аморальное разложение, это не мне это тут рассказывать. Я не блогер, который вас разоблачает. А вот это, если вы мужчина, подкаблучники, я не знаю, кто вы такой. Скорее всего, они состоятся, потому что порядочный человек. Мужчина такой не будет писать. Наоборот, это возмутит это. Как это? Это же как? Над тобой смеются, а ты делаешь вид, что ничего не происходит. Это как ингуши, хорошие ингуши сделают вид, что в Ингушетии ничего не происходит. У них нет этих провокаторов, этих фальшивщиков, этих проходимцев. Потом что-то ты скажешь, ой, зачем мы, а при чем народ? Это вот точно так же, это удобная позиция, это трус, это трусость, вот это оно, вот это трусость. Давайте сейчас мы послушаем вот Марьям, потому что вот это Кайдари Коч, это чья-то песня, мы сейчас узнаем. И Жансарь обязательно, вот очень красиво она поет на этой пианино. И вот ее дочь, племянница, по-моему, племянница, вот Айман Айдамири тоже мы послушаем. Вот что она говорит про это произведение. Она эту песню пела в годы депортации. Годы депортации.
هو قول صار جيب بحك قال إيجار سويا يعني خيزة في تلتنق صنوخشي تفضل إيتر إيباندر عامل باندوش تنوخشي كذا خي تشيش عميرس يأس عامل هيش باندوش استعطى بوشان سو جيم تشبوشان بوشي إعتار سو تياتري كذا خي تياتري بلغ عيدن تبار صدعيدن شوت شو ستانتي اوش يوك ستانتي خيوشو برنامج يك كذا خينا تحبيه مشكلة بتدور سنين بقويوش كمان بدوري بقويوش تحن هاي صغار جويش أشوش متى فيها بعد بقويا تحمي صار بقويا كنت خشوش ستانتي كنسر إذا بتحل كنسر كنت كنسلح زوج كنسرت يوش خناح سويتها كويس لك هاد خناح حرارة تنسيني تالي أن خز وقو تدور تدق إيرسي حين ينسى حين نخشي ضد لح ويبيمخ بقلاتي سأمق من نخشي إيش لقاها لا خوجي قصة يا مكتب هات قصة عن عدا حوجوية سألت برنامج ياتشا سيدير بقو ياتشا وكيس там يوج программ да يلازمنا إيش وقشيو وسبيكتاتر да خذتم شيء ليرمنتر سبيكتاتر تصل بالبوش تبلد إيش نكرس صدق دول ندش مش سيدا ديخ دشيخ ماك خلاقش غير بعد السيدر أحسن يلخن قال إيش مش بعندوش سو كنسرتير خدشق دوش يحصر لا تلاتة صدعيبر جلد سو هندي هنا هندو خان هارسو سو إيبر إيه ما ذكر دشنش يادي دشنش أسياس إنسان ما بلا تحنبط سير مقم سير اسمه إيه ده تدع صلوش دشنش تاع خيط المخلص أصلي مش لك يخطط صدق إثبات حساسيتي مش يعلق أصليتك هدوء سمع Известной чеченской народной песни «Кайдари Квач». «Белая шелковая рубашка». С этой песней я не раз выступала на Первом канале. Также с первым своим коллективом «Жохар» мы заняли призовое место в Смоленске в 1990 году. То есть мы стали дипломантами первого всероссийского конкурса «Голоса России». Сейчас я вам хочу рассказать об истории этой песни, как и когда она вышла впервые в свет. В годы выселения впервые для массового зрителя ее исполнила легендарная Марьям Айдамирова. Уже по возвращению нашего народа на историческую свою чеченскую землю ее повторила тоже известная наша певица Шамилева Жансари. Когда мы с сестрой работали в филармонии, у нас с Марьям были долгие беседы, рассказывали о песнях, рассказывали об историях этой песни. И меня всегда интересовала именно вот эта вот песня «Кайдари Квач». Я у нее часто спрашивала: Марьям, почему она звучит именно так? «Кайдари Квач мою халах, шюри дюхки мадяхкала». Почему нельзя «Кайдари Квач мою халах, шюра дюхка мадяхкала»? И, естественно, она мне отвечала так: елалой. А потому что тяква еще елдейл. А диалект терский, он особенный. Марьям часто говорила, песня «Кайдари Квач» была очень короткая, и ей захотелось ее дополнить. А дополненный куплет звучал именно так: «Цхачу езин двезал буха, каба езиш зудаюха, юла бокш, еза бокш, сюрдыгар мадицела». Автор вот этих слов является Марьям Айдамирова. Это великая чеченская женщина, великая патриотка своей родины.
И вот мы не позволим, товарищи, вам чернить это имя. И во всех ваших этих однодневок, эстрадных, как бы сказать, культурно, вот этих, собрать этих певиц, всех, что за свое существование 34 года в Республике Ингушетия, всех вместе собрать, вам не достичь этих высот, которые достигла Марьям Айдамирова. Она на стихи Раисы Ахматовой, поэтессы в годы выселения, сколько она песен, все вот это. И знаете, это сочиняли великие поэты, поэтессы, писатели, композиторы сочиняли, режиссеры снимали. И вот сегодня будем идти по документальным свидетельствам. И сейчас, конечно, песня, саму эту песню раздора Кайдари Коч, исполнение народные певицы, артистки Чечен-Ингусской ССР, Жансари Шамилеву. Сейчас мы послушаем. Вы только что прослушали вот эту песню Кайдари Коч, исполнение Жансары Шамилева. Сама Марьям Айдамирова пела в годы выселения, депортации. Ну, это, конечно, это такой, если честно сказать, я не пойму просто, да, язык почти один и тот же, можно песни петь, но вот зачем это утверждать, зачем это писать, и не просто так, и вот, и потом бросать вот так по чуть-чуть, откусывают, они уже после депортации, когда они жили 35 лет в Чечне-Ингушетии, они вот тогда все подкусывали, это представляете, 35 лет проживания в Чечне-Ингушетии, они все это воровали. Сейчас 34 года Республики Ингушетии, когда они создали наконец-то Республику Ингушетии, вот тоже получается, что почти 70 лет они сидят, нагло воруют все чеченское. И, конечно, сейчас хотят заявить, я не знаю, что вы хотите о себе заявить. Лермонтов про вас стихи не писал, Толстой тоже, я не знаю, Пушкин тоже. И даже этот Федор Шаляпин, когда оказался в вашем Дарьянском ущелье, он тоже почему-то решил встретиться с чеченским абреком Зелимханом, и ему спеть этот знаменитый шлягер Хасбулат Удалой. Вот эта песня Хасбулат Удалой. Это же Федор Шаляпин, многим кажется, что это национальное вот это, но это чеченское. Но сейчас, конечно, сейчас не хочется подсказывать этим мужчинам, что можно воровать. Сейчас они... И вот этот гимн «Дикий девиз», у меня такое чувство, что это сочинил
из сочинительства Федора, композитор Федор Шаляпин. Мне такое чувство, потому что и вот так, по чуть-чуть, все это, знаете, когда это массово, масштабно все это происходит, мы же не можем сидеть, делать вид, что ничего не происходит. И ничего, это совместное проживание, это очень сложно, конечно, от этого избавиться, очень сложно, очень много людей до сих пор как-то трепетно относятся к этим бедным несчастным ингушам. Они давно не бедные, несчастные, выгоды получатели, всегда получают какой-то, я не знаю, какой-то, по-чеченски это ясумыш, оксум, по-русски это пустышки. И по-чеченски это дает смысл вот это словам. Вот это пустоты не нужно заполнять чужим. И вот такой посыл, мне не нужно предъявлять претензии, я просто сижу за вами, знаете, сотни этих часов видео смотрю, за вами наблюдаю, мне, думаете, доставляет удовольствие сидеть и ваши эти провокации за вами, следить за вашими шульдскими руками. У меня же моя жизнь одной Ингушетии не заканчивается, поэтому, да, представляете, какой у вас, в Нью-Йорке я вел трансляцию, рассказы про вас, в Бангкоке вел трансляции, во многих местах веду трансляции, это же, мне пора памятник вам поставить. Крупного же вы поставили, хотя он, не знаю, вот, поставить мне тоже, одинокий Джейсон. Хоть вы поставите, сколько хорошего я вам, сколько ваших недостатков я вам выскажу. Я же, а не со зла, я же, а не злорадствую этим. Я же просто, что есть, то есть. И затем, вот, если я был бы как вы, конечно, может быть, я этого не замечал. Мне это казалось бы естественно, воровать все чужое, присваивать все чужое. Но это как это? А для чего-то вот это армоеда, вы сидите, крестьяне, бедные несчастные, Азраны, не знаю, Джерахи, Ачалуках, и вот вы вот эти ваши считаете это элитой, вы их музыку слушаете, их разговорите в Ютубе, там, сидя, вот это обсуждаете, рассуждаете, и вот это, как можно, вот люди, ничего они делают, тунеядствуют, и вот берут чужое и присваивают себе, чтобы не сказать, вот это я не пойму, как это вы позволяете этим людям, вот это Марьям Айдамирова, всю свою жизнь она трудилась во благо чеченскому народу, почему у ваших их нет? Вот вы прожили у нас в Чечен-Ингушетии после депортации 35 лет, уже 34 года своей государственности Республики Ингушетия. Почему у вас эти не появились? Почему у вас вот сейчас просто массово все эти певцы ваши однодневки, вот я слушаю их, чувствую, не то, что чувствую, перепеты чеченские мелодии, вот это, то, 10-е, 3-е. И вот вам действительно, конечно, это вы мне пишете, что мне должно быть стыдно, что у вас бедных чеченцев, ингушей, я вместо того, чтобы соединять, разъединяю. Нет, нас разъединяет не я, одинокий Джейсон. Вас и товарищ ингуши, нас, чеченцев, разъединяет ваша ложь, товарищ ингуши, ваша наглость, ваша бесцеремонность, ваши эти бесконечные притязания, ваши эти истерики, вы скачете по этим заборам, я не знаю, по этим площадям, никак не можете успокоиться. Прошло почти 8 лет после вот этого 2018 года. Пора угомониться. Вот за это время можно было, я не знаю, небоскребы на Зране построить. И почему вот до сих пор вот ваша бедность, ваша
скудность, вот это, потому что свое ничего нету ничего, раньше в наглости проходило это все, сейчас в своем ингушете, в своих этих стенах, и все это видно. И вот, конечно, нужно же заявлять постоянно себе, вот, а как заявить, вот, а потом мы, чеченцы, вам пишут, что вы, почему вы так сделали, а потом вы смотрите, на нас напали чеченцы, кровопийцы, вот нас истязают, и начинают все защищать своих. И вот это странное, это какое-то мазохистское, вот это, мазохисты вы что ли там все? Я не знаю, какое, траву хорошую продают, скорее всего, на Зране, только накурено. Вот чем-то вы накуриваете, и вот такие извращенные у вас фантазии. Я не психолог, я не могу заглянуть в ваши эти сердца, в ваши эти голову. Но это странно, конечно, странно. Вот мне лучше себе предъявлять эти претензии своим этим крохобором. Вот сочинять, почему не появился у вас Марьям Айдамирова? У вас ничего нет. Ваши заслуги, это чечен-мушети, там чеченцы были, не вы. И нужно, знаете, провоцировать. Скажите, какой-то, это не просто так, мне кажется, в наше время. Кто-то там преследует свою цель, свои вот эти вещи. И, конечно, это разъединить два народа братские, потому что если был бы вместе, уже было бы 2 миллиона человек. Конечно, это серьезно. И то, сейчас чеченцы, третий народ в России, просто русских и татар, третий чеченцы, раньше были башкиры, но они уменьшается численность населения. А сейчас третье место занимают чеченцы. И даже сейчас третье мы. И в это, конечно, я всегда говорю чеченское, я мог бы говорить, что это войнахское, это наше общее наследие, это общая культура. Вы выбрали другой путь, поэтому путь, очень позорный путь. Ни вам не судить, ни мне вам мораль читать тут, конечно. Просто, знаете, приходите, потом вот это удивляет. И мне кажется, не надо даже на это реагировать, потому что пустышки есть пустышки. Я сам шук, меча ела. Эти тоже интересно. Представляете, еще у меня первое открытие это то, что это лицемерие ингушей в Боростове. И второе открытие у меня чеченцы, которые, какая разница, готовы отдать все это ингушам. Вот свои квартиры отдавать, свои, вот, можете с женами поменять, как это в скандинавских странах, открытые браки. И давайте вот так будем жить. Ну и вы видите, после прочтения этих комментариев, вот такие у меня мысли в голове появились. Если вы были порядочными людьми, и если бы, да, ничего страшного, если ошибку кто-то сделал, признать это. Вы же это не признаете, наоборот, сочиняете эти лживые вот эти сказки на этих коленках, днем и ночью это сочиняете. Представляете, ролик вышел в 6 часов утра, и до 24 вечера я это контролировал ваши эти провокации. Вот как вы менялись? Сперва вы растерялись, а потом вот начали лепить. Это странно, конечно. Странные люди. Раньше, конечно, я думал, что мы один народ, но теперь я под большим вопросом, конечно. Сейчас мы тоже раскроем очередное ингушское воровство, композиции, песни, шуточные чеченские песни, которые был сочинен вот Шити Эди Султанову, вот спектаклю «Черная коса» в 1979 году, вот впервые эта песня, я в детстве очень много раз слышал, даже по радио эту песню, вот именно в чеченском варианте передавал в советское время. А ну потом, конечно, после советского, вот 91-го, скорее 92-го года, я не знаю когда, вот эта Тамара Яндиев сейчас
чеченский историк Башлам Чимаев этот ролик. Я мог бы сам в интернете найти, но вот я не стал вот это. Ничего страшного, если я воспользуюсь этим фрагментом у этого историка. И вот посмотрите, как это эволюция, русские люди сами расскажут, кто и что, как, когда это было создано. И вот перед вами Руслан Хача, по-моему, режиссер, он будет сам, все эти режиссеры, вот этот Лечи Яхьяев, и все они расскажут, даже Али Димаев, все это расскажут, как, что, как это было. Спектакль «Черная коса». В 1979 году мы работали над спектаклем «Черная коса» Лечи Яхьяева. Танцы ставил и песню привнес и репетировал, считай, Эдди Султанов. Это шуточный, так сказать, диалог между парнем и девушкой, которые, в общем, он пытается ухаживать за ней, она говорит, я улечу куда-то, он говорит, я орлом стану, потом она говорит, там, прыгну в речку, он говорит, я крючком стану. Ну, это такая народная, в общем, юмористический диалог. Вот эта песня, она прозвучала в исполнении Джамаева, Амрана и Раисы Нечаевой. Хайкишев Руслан, Арвел, Гоуза, Пугандул, режиссер, это шешкадуинда. И арш связиче, цу уадлецен, цу элецен. И то болбяштовшая наха, цу элec ишт. Я أنت قوسم آملة حلقي يقش خل حلوزشكا سنت ينشكا إيش يزكشين يزني حجر قال برت قال اللي أصبحت أيضا أس إيش بخا حدشنش بخا ضيع زينادو نخشي خلق برت قال اللي بخته إيش قال ده إيشنش إيشر يخسبك ده حرق وصل الله عشوش إمراني جتشاي ورئيس السي لقى لقريسات عدوين دا إيش سليل عليك يسون يزش يو Имел большой успех и вышло еще там где-то на радио, прозвучало, стало популярной народной. В 1984 и 1985 году я стал в ингушской труппе спектакли «Иду в путь мой» и «Встань и иди». Вот в одном из, вот втором, кажется, в этом спектакле «Встань и иди» главными героями была семья, в общем, Аушевых, Руслан Аушев, герой Советского Союза, Адам Багаут, и вот такой вот на основе одной семьи. И там же нужна была песня такая народная, интернациональная. Я вспомнил о «Черной косе» и говорю, давайте перенесли ту же песню «Щиты» Эдди Султанова в ингушский спектакль. Впервые эта песня прозвучала
Вот в этом спектакле 79 года. А вы слышали, да, прямую речь режиссера филармонии Руслана Хакишева? И вот это Лечи Яхья, вот это режиссера спектакля «Черная коса» 1979 года. И слышали песни исполнения вот Тамары Яндиевой, там и Рая Евлоева на гармошке, и Руслан Нурбиев, там с Тамарой Яндиевой пел Руслан Нурбиев, и Евлоева, Рая Евлоева на гармошке. Вот они спели. И вот считается, даже в интернете ты смотришь, вот именно вот этот, почему-то считается, что Тамара Яндиева, вот это, и мы понимаем, что Мария Яндиева неплохая артистка в Советском Союзе, но певицей, по-моему, она не была. Это потом она решила подзаработать эстрадной певицей. И вот эта песня, которую сочинил Шитреды Султанов, который появился в спектакле, там же люди, все еще живые, они рассказывают, как, что это было. И вот видели, да, это ингушская народная мелодия, которая чеченская передел. Я, честно, откровенно буду с вами, я тоже его слышал. Очень, мне вот, когда-то рыбу, вот я вот очень много раз слышал по радио, по вот этим кассетам раньше, когда было. Я никак не мог понять смысл на чеченском, почему она бросает это. А сейчас вот этот самый режиссер Руслан Хакишев рассказал на русском языке, как он там это все видел, видение вот этого песни. И вот такое, вот знаете, вот так. И там же сидит Рускан Паскаль в этой студии, и Али Димаю, и вот тоже. И потом мы вам покажем еще другое. Самое интересное ко мне. Я до всего вот этого, я же этим столкнулся еще раньше, потому что ко мне они все бегали, ему еще все это рассказывали, как она меня достали. Вот этот Ева Марсагова, это сочинила Ева Марсагова. И давайте тоже сейчас вот то, что сочинила, а это не сочинила, сколько ей было лет. Вот я вам рассказывал в предыдущем видео, она не могла эту музыкальную композицию сочинить, ей было, она родилась в 1955 году, и вот когда она родилась, создавался вот этот восстанавливался чеченгусский ансамбль танцы и песни. До войны они же утверждают, что они в депортации, но вот был промежуток, когда возвратился в этот 57-58, в этих годах до 60-го года эта музыка была сочинена Умаром Димаевым. Его сын рассказывает про это. И вот давайте мы тоже немножко послушаем, что за музыкальные композиции, к какому танцу, кому вот это.
пошло пускай в Рамзане. Рамзан, хо деми умаран дишер хо вуа мигрду. И кормата дух хаз карьезин, баш муам чуха. Хин свайн хеш муамах, хайн хург дозита. Цултиха шен хург тету харду Абу Бакр Айласа. Assuerder hit svoje Hezel Ežer ima su meta ins još metkejac omrza kad iš sulokš i uggur халолог гуттур каже ютшенаха локши иш гуттур дуиса самодерш метя مصر ويقوض عين خلص عشان شايل سير الكوكب أبخطيتنا وسأجرو. Боя Чечена Ингушетия Лошканаха государственный ансамбль песни и пляски Эрцона, война хтея сутвана, войцебяхч. Ша дектига Ханху Ахмад Ватицкий Идрис و تخداد ديكا محمد خنو تخين رمزان طلوع عينو تحنكت عين تدخل أخا تيجي خرجاتيش إنغوش كتان سوتش угор хаз мог много масит мог хотеть битars о вот это отлично как раз ингушские движения четко подходят такие очень красивые халха шабадуха эсмета и могом балесо так ингушская танцевальная цейларсом модас и сун бадеш бедас и сабеж да мог мش على شيء и могом халк уже халк отелес могом был Сунце, да, запись каха, ингушка танцевальная, действительно. А в исламе слышали, да, сочинил Умар Имаев или в годы выселения, или после возвращения. Вот это промежуток, это был сочинение, когда восстанавливался ансамбль, чеченгусский ансамбль, танцы, пляски, и вот сам Али Димаев, сын, вот рассказал, как это было. Вот этот Артур Даштамиров, вот они почему-то ингуши утверждают, это музыкальная композиция вот этого Артура Даштамиров. И ко мне прибежал, конечно, сочинительница Ева Мальсагов. Вот композитор Ева Мальсагова, вот этот мужик сочинил. Артур, я в Гугле решил поискать его, почему-то русское, вот этот Владимирович отчество, откуда я не знаю. И вот Артур Владимирович Даштамиров стоит, вот это тоже. И да, может быть, ингушом. Вот говорят, вот они, он сочинил, или композиторша Ева Мальсагова, там музыкальная аранжировщица. И вот видите, как это на спешку леплено. Вот этот мужик взял, и как-то, скорее всего, как-то он сперва вот этот в интернете выставили это, и вот это, тут оно выставлено вот это Инстаграме. И вот, да, и считает, это же перепев, это который через сколько лет? Через 50-60 лет. Вот представляете, после того, как это сочинено, через 50 лет, 60 лет молодой парень поет, непонятно какого-то, даже ссылок на него нет. Только вот это несколько видео выходит, и отчество Владимирович. Вот этот ингуш сочинил вот это, оказывается, представляете, великая композиция. Это танцевальная, джигитовка, вот эта лезгинки, она самая-самая-самая смачная, вот это, как на украинском языке говорят, самая хорошая композиция, когда кульминация танца вот эта музыка. И, конечно, Али Димаева в своем, вы слышали, что он говорит? А какая разница, кто поет? Вот потому что этот Руслан Нурбиев, по-моему, его заме, вот этот ингуш, вот это. И вот такое отношение, он еще там приехал
Галгач эту песню сочинил, для ингушей пел он. Да, я не знаю, это Макамежи то же самое, там бегает туда. Все это наши, очень много наших певцов сочиняют про это ингушей эти песни. Еще мало того, что эти 35 лет в составе Чечено-Ингушской ССР и 3-4 года отдельные, и вот за эти 70 лет сколько воруют. Еще наши все певцы стараются понравиться этим ингушам. И сочиняет вот эти песни. Я не слышал, чтобы хоть один ингуш сочинил бы песни про нас. Хотя они у нас прожили 70 лет с нами. Вот такое небольшое отступление. Я, конечно, эмоции берут вверх. Я извиняюсь, конечно, если кого-то обижаю, там что-то я говорю. У меня нет возможности, у меня бывает, вы видите, там много проколов, но у меня нет возможности это ремонтировать, это монтировать. И я, это молодые, пусть там этим делами заниматься. Конечно, нужно научиться, если ты сидишь гладко все. Вот из этого сказанного слова я не буду. Раньше это делал, уделял свои видео, что там всегда я сперва снимаю, потом слушаю внимательно, что я говорю. Конечно, я бы сказал бы по-другому, но вот так. И мой русский язык, это он вам не касается, а тоже для тех, кто умничает, приходит ко мне умничать. Знаете, вот я 5 минут сядьте, вот хотя бы на 5-минутное видео снимите, я-то часовые, 2-часовые снимаю, 1,5-часовые, и когда ты эту в секунду ты должен мысль, это же, это знаете, какой-то фамилии, ты знаешь это имя, ты знаешь эту фамилию, потом забываешь на это же секунду, это же. И если я всю свою жизнь прожил бы в этом, варился бы этой каши, я бы автоматом все это выдавал. Я стал специалистом этих ингушей только 2 года. Когда я в Бангкоке, в Таиланде, выпустил ролик, даже не про эти ингуши, просто я сказал, оставьте нашу главу республики в покое. Мы же не обсуждаем ваши главы республики, не обсуждаем, какие вы хорошие, нехорошие, у вас диктатуры, а не диктатуры. Вот такое я сказал, и впервые в жизни, я пришлось 2 видео, был один видео про Рамзана Кадирова, и другое было вот про этих ингушей. И вот я час там, по-моему, 1000 людей, очень много людей, массово, оба видео там вошли в топ, и мне пришлось их сперва закрыть, а потом вот открывать. И вот тогда я столкнулся с вами, вашей несправедливостью, вашей ангажированности, вашей, не знаю, я, бескультуре. Не может быть народ вот такой, который все это пишет, культурный народ. Вот так. Это же моральное разложение, когда никто не останавливает. Представляешь, свобода. Многие мечтают, даже тут в Европе нет этой свободы. Даже в Таиланде, кажется, все можно, но есть какие-то правила, какие-то рамки. А у вас этих рамок нет, конечно. Я ингуш, и все, что если ты говоришь, я ингуш, и тебе можно врать, нельзя. Тебе можно придумать, тебе можно оскорблять, нельзя. И наш, конечно, вы планете всей, в Волжье, да, я признаю это, что вы впереди планеты всей, вот в лжи, лицемерие, вот я признаю, это вот это ваше качество. Пора вас отнесить книгу Гиннесса, конечно. Вот я сейчас начну, потом это снова будет обижаться. Если вы не хотите обижаться, вот это, знаете, по-моему, русский Иван, потому что русский Иван, это, скорее всего, фальшивка. Он даже не сочинил какой-то, я не знаю, Даштамир, да, он поет песни, почему-то отчество Владимирович меня напрягло, Артур Владимирович Даштамиров. Какой он национальности, я не знаю. И вот это, видите, там, Даштамиров оригинальное аудио. Это же фейк. Это же фейк.
Ну, вот такой ваш героизм. Воевать с чеченцами, да, вы большие герои. Когда это Кавказские войны шли, вас не видно, не слышно было. Этих скал, этих горах, этих ущельях прятались. А сейчас великие воины, великие, я не знаю, герои. Геройство ваше, когда нужно было, мы не слышали. Вот, надеюсь, когда-нибудь мы увидим ваше геройство, когда вот в 92 году, конечно, вы показали это, какие вы герои. Но, может, тогда не солидаризовались бы, может, мы неправильно вас поняли, даем кредит доверия вам. Вот посмотрим. Я боюсь, я знаю вас теперь очень хорошо. Один выстрел на зране, и неким будет честь ингушей, и ингушских женщин защищать. Потому что вот вы выходите по этим платформам, разлагается аморальное разложение, и этот человек уже потерян для вас, мужчин, товарищ. Вот потерян. И вот это, вместо того, чтобы их останавливать, таких людей, вы им даете конт-бланш, вот, вперед там. Все свои права отдали, и сидите тихо, мирно, там эти ингушите, и это вам не касается. И вот я в предыдущем тоже сказал, эти же книжки печатаются, Азрань, все это сочиняется там. Даже это Руслан Бузуртанов ходит по этим рынкам, все, что угодно говорит. 1000 роликов античеченских снял, ничего. Вот мирно ходит, потому что вот так это у вас. Это вот так. Возвращаете этих непонятную массу этих чеченофобов. Думаете, вы нас одолеете? Нет, вы нас не одолеете. У вас нет духа. У вас нет вот этого духа. Это писать онлайн, это не геройство, это не заслуг. Я тоже хороший писатель, фантастик, конечно. Ну, вот такая ингушская самодеятельность, которая нам, конечно, мешает, потому что если мы это пропустим, как много всего пропускали, и вот это потом поколение нас, чеченцев, вот, любой музыку, вот, будут думать, что это ингуши сочинили. Они ничего не сочиняют, они скачут по этим площадям, как сумасшедшие. Вот такой небольшая зарисовочка. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Не хочу до часа дотянуть, чтобы вот это не было. Тут тоже много. Вот самое интересное, впервые отказала. Вот. Сама не хотели. Вот это видео отказывалась играть. Тоже странно. Тоже очень странно. Но такой не оптимистической ноте прощаюсь с вами. Мира и счастья, добра. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон.